Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл кешімізде аса жеңіл салмақ дәрежесінде кездесетін қос жауынгермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Алаңның көкбұрышындағы қырғызстандық жауынгердің кәсіпқой рекордында 13 жеңіс, 2 жеңіліс. Оның бойы 169 сантиметр, салмағы 61-200. Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан. Қарсы алыңыздар, Сұлтан Жолдашбекұлы! Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 13 жеңіс, 9 жеңіліс. Оның бойы 173 сантиметр, салмағы 61-200. Талдықорған, Қазақстан. Қарсы алыңыздар, Денис Муцнек! Рефери Ақтілеу Әскербайұлы. Менің мұқияттымдаймыз, топтан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіңдер, ережені бұзбаймыз, амандасамыз, бұрыштарымызға сәттілік. Все готово к первому раунду. Ақтілеу Әскербайұлы будет реферить в этом поединке. Красный угол Денис Муцнек, синий угол Сұлтан Жолдашбекұлы. Итак, первый раунд. В стойке правши оба бойца. И оба одновременно так присели немножко. Ну, все-таки, наверное, Сұлтан будет больше опасаться борьбы. Хорош, сразу же первая атака. Это не нокдаун, конечно, потерял равновесие от удара Жолдашбек, но не был потрясен. Кстати, на вопрос, почему Денис все еще продолжает выступать, он говорит о том, что это просто-напросто уже зависимость, без которой он не может, в хорошем понимании этого слова, без спорта, без выступлений не видеть свою жизнь, хотя все в целом за пределами октагона и клетки у этого спортсмена все в порядке. Есть свой клуб, есть тренерская работа и небольшое свое дело, но тем не менее все тянет его в разборке с молодыми бойцами. Да, и чуть быстрее, да, все-таки выглядит Муцнек. Обрати внимание, быстро развивает дистанцию, быстрее попадает. Клинч, это как раз-таки удобно Денису Муцнеку. Мы говорили о том, что это базовый борец греко-римского стиля, и обниматься лучше с ним не стоит. Прижимает сетки октагона своего оппонента Денис. Жолдашбек сейчас обороняется, попытка проведения перевода. Да, есть перевод. Прихватил шею. Очень опасно сейчас для Дениса. Нет, все-таки смог вытащить голову. Знаем его, что в рамках найза уже так ловили. Есть контроль от Дениса. Очень плотно работает в борьбе. Ну и в целом, наверное, это больше такая ожидаемая тактика была у Дениса. Прекрасно мы понимали, что он будет бороться. Занимает выгодную для себя позицию для нанесения ударов и забирает шею. Опасный момент для Жолдашбека. Опасно. Не заправляет ноги только. Может выйти из этого удушающего приема Жолдашбек, потому что нет контроля. Ракурс неудобный, не видно. Показывает, что все в порядке. Что-то похожее на удушение бульдога, да, так называемый. Нет, все-таки не смог сделать. И сам уже пошел в атаку. Муцнек хватается за сетку. Дает предупреждение рефери. Да, и как, да, ситуация сейчас поменялась. В атаке был Муцнек, теперь вынужден защищаться. Что будет делать Денис? Да, все-таки оказался на спине, закрывает гард. Очень хорош в партере Денис. Очень много у него побед именно удушающими приемами. Положение открытого гарда. Будет пытаться активно бить. Сұлтан Жолдашбек. Отдал он начало раунда. Теперь нужно возвращать должок. Меньше 2 минут до окончания первой 5-минутки. Казалось бы, что Муцнек своего оппонента контролирует в партере и в борьбе, но тем не менее все изменилось.
под окончание первого раунда. В плане спортивного составляющего это один из самых интересных поединков этого вечера. Да, безусловно, но, к сожалению, мало внимания уделено к раскрутке этого противостояния, потому как добавился он просто в последний вагон, да, залетели эти два спортсмена в карт на IZFC 37. Да, в очень таком неудобном положении сейчас находится Денис Муцняк. Прихватил и корпус, и ногу. Султан. Нет возможности бить руками. Возможно, сейчас подключит колени. Это решил пойти за шеей. Видит все Денис. Опять не видно нам, держит ли шею. Нет, все-таки не стал атаковать шею Султан Жолдашбек. Очень такая вязкая борьба у обоих. Опять прихватывает шею Султан. Такой грэпплинг-размен, да, у них получается. Обмен позициями. Сейчас уже Денис Муцняк в атаке был. И пошел рубиться сразу Султан. Почувствовал, да, что Денис уже, возможно, задышал. Не так быстро двигается, прихватывает шею. 20 секунд остается до окончания первого раунда. Пытается провести все-таки тейкдаун Денис. В эти последние секунды, но шея остается в захвате у Муцняка. Бьет коленом, но тут уже, наверное, не хватит времени доработать удушающий прием. Более свежим выглядит Султан, более таким веселым, живчиком, скажем так. Ну а видно, что Денис Муцняк дышит очень тяжело. Второй раунд. Интересно, как оценили, и чуть позже будет, конечно, интересно посмотреть, как оценили первый раунд судей. Довольно-таки равный раунд получился. Более подвижный и посвежее все-таки смотрится Султан. И, возможно, сейчас он уже начнет атаковать. Опять размен. Показывает проход, но уже скорость не та. Видит все Султанбек. Очень легок на ногах. С апперкота пошел. Да, Муцняк уже не настолько быстро в своих атаках. Зачем сейчас сам в ноги пошел, не совсем понятно. Хорошо у него получалось в стойке. Контрит и упирает к сетке. Более молодой, более свежий Султан сейчас просто передышал и очень много проблем доставил Муцняку. Попытался сейчас пойти за ногой, сделать болевой прием. Но все это видит Денис Муцняк. Получится ли взять здесь шею? Позиция не совсем удобная. Чуть-чуть высоко слишком сполз Султан Жолдашбек. Ну и все это положение, конечно, не в пользу Дениса. Вот опять прихватывает ногу. Получится ли у него сделать растяжку Сулоева, так называемую? Ну или, как самбисты говорят, на глаз. Ну, причем вот в этой позиции оказался Муцняк по своей инициативе, самое интересное.
Сдает спину. Позиция бэкмаунта. Да, темп боя сильно упал. В первом раунде очень хорошо начали, но вот во втором раунде темп боя намного снизился. Да, очень пассивный партер. Правильное решение со стороны Ахтылева Аскербайула. Поднять бойцов в стойку. Ну, я не думаю, что мы долго провозимся в стойке. Сейчас опять начнется борьба, скорее всего. Еще один апперкот. Боковой на скачке. Подхват под одну ногу. Красоту борьбы нам сейчас демонстрируют бойцы. Попытался опять этот подхват повторить. Лезет Муцник вперед. Пропускает очень много. Видно, что на ногах ему уже тяжело стоять. Пошел в открытую рубку. Добивается своего. Есть тейкдаун. Проводит все-таки. Берет в партер. Жолдашбек. Еще добивание. Да, уже не так пассивный в партере. Особенно Жолдашбек понимает, что нужно активно, более активно работать в партере. Иначе может потерять выгодную для себя позицию. Да, пока что поединок, который я представлял в своей голове, он не воплощается в реальность, но тем не менее. Этого поединка вообще могло бы не быть, да, если бы не отмена соглавного события. Да. Отмена поединка Суйонг Жумагулов привел именно к этому поединку. Также в легчайшем весе. В открытую сейчас просто контролирует соперника Султан. И, возможно, он тоже очень много сил отдал в борьбе именно. Пока был свеж Денис, в борьбе выигрывал больше Муцник, но Муцника надолго не хватило. Есть такое ощущение, что все-таки ставку именно на это и сделал Султан. Дать вымахаться, вымотаться сопернику, а потом уже работать. Особенно в концовке первого раунда это было заметно. 20 секунд до окончания второго раунда. Маловероятно, что сейчас картинка поединка, картинка боя изменится в эти последние секунды. Нас ждет третий раунд. Также я предполагаю, что в таком же ключе, в такой же манере проведет третью пятиминутку Султан Жолдашбек. Но вот Денису Муцнику нужно, наверное, идти на риск в третьем раунде. Да, возможно, выход именно на таком коротком уведомлении, да, сказывается на выступлении. Не на той фазе подготовки, не в той фазе формы, в принципе, были бойцы именно к этому поединку. Рассчитывали они в конце марта выйти в октагон, но не смогли отказать матчмейкерам лиги. Ну и причем пришлось гонять вес для нужной категории оперативно. Да, в сжатые сроки. Этим, наверное, можно объяснить вот такой темп поединка. Быстрая усталость. Оно сразу заметно. Ну что, у нас третий раунд. Это второй поединок, который доходит до третьего раунда. У нас пока сегодня один поединок только продлился все отведенные 3 раунда. Спаргалей против Малыгина, кстати. Да. Очень такой насыщенный турнир именно на досрочной победы получился, что довольно-таки редко бывает на Найза. Обычно, в принципе, есть паритет по этим компонентам. Третий заключительный раунд этого поединка. Денис Муцник, Султан Жолдашбек. Жолдашбек все так же в положительном настроении, в позитивном состоянии. Ну, Жолдашбек
Глядя на него, складывается впечатление, что этого парня тяжело вообще чем-то расстроить. Супер позитивный парень. Попытка бэкфиста была. Или это был бэк-элбоу, так называемый удар с локтя. Попытка колена. Пытался провести удар колена в прыжке. Всеми силами сейчас собрался Денис, вложился в тейкдаун. Опять попытка подхвата. Очень хорошо он ее использовал. В первых и во вторых раундах Жолдашбек, но в этот раз этот контрприем его подвел. Подготовился, вырывает, будете слэм! Не совсем жестко, как изначально казалось, да? Отрывает от пола, но хорошо прям по корпусам сейчас работает Денис. Очень хорошо начал третий раунд. Вот здесь главное Денису не терять эту позицию. Оставаться держать под контролем своего оппонента. Еще колено. Руки заняты и приходится только бить коленом. Немножко рискованный удар. Пытается провести удушающий прием Денис. Прихватил шею. Есть захват. Не полностью еще, но вырывается все-таки Султан. По-моему, даже не пытается сейчас Денис душить. И сам выпускает. Почти пустил за спину, но все-таки решил сам лечь, взять в гард. Очень опасен в партере Денис. Поэтому шансы у этого бойца еще есть. Султану сейчас важно правильно контролировать, добивать, показывать активность, не давать повода рефери поднимать в стойку. А мы знаем, что это уже происходило во втором раунде. Из-за пассивной работы в бэкмаунте Жолдашбека рефери вынужден был поднять их в стойку. Три минуты, да, меньше 3 минут остается до окончания этого поединка. Все так же сверху работает Жолдашбек. Никаким образом не изменилось происходящее в клетке со второго раунда. Да, и вот на ноги встал, пошел активно добивать, но не хватает Жолдашбека надолго. Первый раунд, начало второго выглядел очень хорошо, свежо, но сам, уделяя много времени борьбе, тоже начал проседать. Попытка Кимуры сейчас от Дениса Муцника. Получится ли замкнуть? Нет. И обходит гард. И спину отдает спину. Опасно для Дениса. Пока не стал забирать шею. Да, немножко нужно разболтать, так сказать. Нужно вот здесь опасно. Да, растягивает, ложит на живот. Очень тяжело сопротивляться в таком положении. Добивает и забирает все-таки шею. Есть чуть больше минуты. Вставляет просто туда челюсть сейчас Денис. Приподнимает душащую руку Султана. Да. Выжил, не дал себя задушить, но от этим его положение лучше не стало. От этого... Меньше минуты до окончания этого боя. Был опасный момент в виде удушающего приема от Султана Жолдашбека, бойца из Кыргызстана. Носит короткие удары. Жолдашбек вниз пока что находится в состоянии пассивной защиты. При этом удары не акцентированы, тем не менее. Да, вот уже более жестче стал добивать Жолдашбек. Понимает, что концовка поединка вкладывается. И на грани технического нокаута находится Денис. Ну и времени очень мало.
И поединок заканчивается. Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, 3 раундтан кейін төрешілеріміздің шешіміне жүгінеміз. Барлық 3 төреші жекпе-жекте 29-28 деген есеп берді. Бір ауыз шешіммен жеңіске жеткен Сұлтан Жолдашбекұлы.